Здравствуйте, ребята! Привет, малыш! Какой ты чумазый! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ну-ка, давай мы сейчас тебя приведем в порядок. Ой-ой-ой! Ой. Ну вот теперь-то ты у нас чистенький. Я расскажу сегодня тебе и нашим зрителям одну увлекательную сказку. Сказку написал Корней Чуковский. Называется она «Мой Дадыр». Ого! Садись поудобнее. И вы, ребята, устраивайтесь поудобнее и будем слушать сказку. Одеяло убежало, улетела простыня, и подушка, как лягушка, ускакала от меня. Я за свечку, свечка в печку. Я за книжку, та бежать и в припрыжку под кровать. Я хочу напиться чаю, к самовару подбегаю, но пузатый от меня убежал, как от огня. Что такое? Что случилось? Отчего же все кругом завертелось, закружилось и помчалось колесом? Утюги за сапогами, сапоги за пирогами, пироги за утюгами, кочерга за кушаком, все вертится и кружится и несется кувырком. Вдруг из маминой из спальни, кривоногий и хромой, выбегает умывальник и качает головой. Ах ты гадкий, ах ты грязный, неумытый поросенок! Ты чернее трубочиста, полюбуйся на себя. У тебя на шее вакса, у тебя под носом клякса, у тебя такие руки, что сбежали даже брюки, даже брюки убежали от тебя. Рано утром на рассвете умываются мышата, и котята, и утята, и жучки, и паучки. Ты один не умывался, и грязнулею остался. Избежали от грязнули и чулки, и башмаки. Я великий умывальник, знаменитый мой Дадыр, умывальников начальник и мочалок командир. Если топну я ногою, позову моих солдат, в эту комнату толпою умывальники влетят, и залают, и завоют, и ногами застучат, и тебе головомойку неумытому дадут. Прямо в мойку с головою окунут. Он ударил в медный таз и вскричал «Карабарас!». И сейчас же щетки затрещали, как трещотки, и давай меня тереть, приговаривать. Моем, труба чисто, будет, труба чист. Тут и мыло подскочило и вцепилось в волоса, и юлила, и мылила, и кусала, как оса. От бешеной мочалки я помчался, как от палки, а она за мной, по Садовой, по Сенной. Я к Таврическому саду перепрыгнул через ограду, а она за мною мчится и кусает, как волчица. Вдруг навстречу мой хороший, мой любимый крокодил. Он с Татошей и Кокошей по аллее проходил и мочалку, словно галку проглотил. А потом как зарычит на меня, как ногами застучит на меня. «Уходи-ка ты домой», — говорит, да лицо свое умой, говорит, а не то как налечу, говорит, растопчу и проглочу, говорит. И пустился я по улице бежать, прибежал я к умывальнику опять. Мылом умывался без конца, смыл и ваксу, и чернила с неумытого лица. И сейчас же брюки так и прыгнули мне в руки, а за ними пирожок, ну-ка съешь меня, дружок. А за ним и бутерброд подскочил и прямо в рот. Вот и книжка воротилась и тетрадь, и грамматика пустилась с арифметикой плясать. Тут великий умывальник, знаменитый мой Дадыр, умывальников начальник и мочалок командир, подбежал ко мне, танцуя и целуя, говорил: «Вот теперь тебя люблю я, вот теперь тебя хвалю я, наконец-то ты, грязнуля, мой Дадыру угодил. Надо умываться по утрам и вечерам, а нечистым трубочистым стыд и срам. Да здравствует мыло душистое,
и полотенце пушистое, и зубной порошок, и густой гребешок. Давайте же мыться, плескаться, купаться, нырять, кувыркаться, в ушате, в корыте, в лохане, в реке, в ручейке, в океане, и в ванне, и в бане, всегда и везде. Вечная слава в воде. Вот такая у нас сегодня получилась сказка. Здорово! Я все понял теперь. Ну, раз ты все понял, тогда предлагаю вам, ребята, почистить зубы, умыться и скорее ложиться спать. Спокойной ночи, ребята! Спокойной ночи!